Посланник ООН по Сирии Стефан де Мистура высказал свое негодование относительно, по его словам, безразборного ракетного обстрела сирийскими повстанцами западных районов города Алеппо, контролируемых правительством страны. Тем, кто говорит, что это нужно делать для того, чтобы прервать блокаду, следует напомнить, что ничто не оправдывает несоразмерного и беспорядочного использования вооружений, включая тяжелые орудия, по гражданским районам. Это военное преступление. 3 дня назад коалиция сирийских повстанцев, которая включает батальоны свободной сирийской армии, исламистские группировки, в том числе экстремистские Джабхат аль-Нусра, начали крупномасштабное наступление на западные районы Алеппо. Их целью был прорыв правительственной блокады восточных районов города. Как сообщает агентство Рейтер, на 15-километровой линии фронта, проходящей по западным границам города, сосредоточились до 1500 повстанцев. В результате обстрелов на проправительственных районах Алеппо погибли 41 человек, в том числе 16 детей. Сирийские СМИ обвиняют повстанцев в применении токсичного газа. Это кадры из больницы в одном из проправительственных районов. В воскресенье туда поступили 15 военных, верных режиму Башара Асада. Врачи считают, что они отравились неким токсичным химическим веществом. У нас 15 пострадавших от ядовитого газа. Среди симптомов, которые у них проявляются, пена изо рта, тошнота и рвота, поражение легкие и средней тяжести. Сирийские государственные СМИ утверждают, что мятежники запустили несколько снарядов с хлором на территорию жилого района. Правозащитная организация «Сирийская мониторинговая группа» факт отравления правительственных военных подтвердила. Однако точной информации о том, кто стоит за атакой, не располагает. Повстанцы обвинения опровергли и, в свою очередь, заявили, что верные Башару Асаду силы применили химическое оружие в другом районе Алеппо. Тем временем британская газета The Times сообщила, что Россия на этой неделе намерена атаковать сирийский город Алеппо, частично захваченный боевиками. Издание ссылается на собственный источник разведки. По данным газеты, Кремль рассчитывает использовать временное ослабление внешнеполитической активности Вашингтона в связи с президентскими выборами и захватить Алеппо. После этого Москва поставит перед уже свершившимся фактом нового президента США. Начало наступления якобы привязано к прибытию в район боевых действий российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». В то же время эксперты Conflict Intelligence Team, независимой организации по расследованию военных конфликтов, заявили, что наиболее вероятным виновником нанесения авиаударов по школам в провинции Идлиб 26 октября были сирийские воздушные силы. Напомню, что по данным ЮНИСЕФ в результате бомбовых ударов по 3 школам в городе Хас погибли 22 ребенка и 6 учителей. Эксперты Conflict Intelligence Team пришли к выводу, что на школы были сброшены как минимум 2 вакуумные бомбы. Российские военные заявили о непричастности к авиаудару, а также обвинили представителей сирийской гражданской обороны в фальсификации фактов. Спикер российского МИД Мария Захарова назвала фотографии последствий авиаудара компьютерной графикой. Как сообщает Conflict Intelligence Team, кадры одного из видео авиаудара по школе в Хассе очень похожи на кадры видеоиспытаний российской объемно детонирующей авиабомбы ОДА-500.